касается приговора, то он является и четко отражает тот факт, что власть хочет парализовать работу РЭП. Именно назначение ограничения Федыничу и Комлику, а также запрет на занятие должностей говорит о том, что власть не пытается взять инкриминируемые им убытки, которые якобы понесло государство их деятельностью, а это говорит о том, что оно пытается парализовать работу РЭП. Жизнь, в общем-то, подтвердила мои предположения о том, что нашим судам, к сожалению, доверять нельзя, что они контролируемые и управляемые. Это дело все равно политизированное с начала до конца. Поэтому в реалиях Беларуси мы другого не ожидали в этом плане. 4 года домашней химии вместо 5, которые прокуроры просили. Но домашняя химия, простите, это вообще страшная вещь. Мне лично лучше сидеть в тюрьме, чем быть на этой самой домашней химии. Когда ты находишься постоянно в этом режиме, ты становишься более задавленным, подавленным, оскорбленным в какой-то степени. Когда к тебе в любой момент приходит милиция дня и ночи, ты должен пустить их в дом, они в любой момент тебя могут вызвать, не объясняя причин в РОВД. И то есть ты не знаешь, что за этим стоит, новое уголовное дело или это просто какие-то профилактические мероприятия. Федыничу запретили 5 лет занимать должность, связанную с организацией и прочее, да? То есть фактически это ему запрет на занятие, быть руководителем профсоюза. Но не угадали, мы придумаем что-нибудь, будем работать. А то, что мы подадим апелляцию, это, естественно, и не только в Беларуси, и будут работать и международные структуры. И кроме того, еще остался вопрос, что вся эта кампания сопровождалась клеветой в отношении меня и Федынича. То есть у нас еще предстоят суды с теми, кто распространял эту клевету. Я думаю, что мы вполне сможем добиться там победы даже в судебных заседаниях, потому что та клевета, которая распространялась, она не имеет под собой никакой почвы. Шоу будет продолжаться. Слава Богу, что хоть дачу тещи 83-летней не отобрали, а то, что они и это прокуроры требовали.